Здравствуйте, с вами журналист Олег Зелнин. Я сейчас нахожусь в прямом эфире в городе Якутске. И мы находимся вместе с группой журналистов на своеобразной экскурсии. Сегодня мы посетим места, где находятся и лечатся онкобольные. Сейчас группа журналистов и представителей Минздрава Якутии проводят небольшую экскурсию. Это улица Свердлова. Здесь идет застройка усиленно. И здесь находится онкодиспансер, если вы посмотрите. Вот, на первом этаже. Сейчас мы узнаем более подробно. Скажите, да? Анита, вопрос? Да, смотрите. Ой, Анита. При на меня смотрите. Вот она какие-то отгибы подает, не стоит. Приятель, смотри на меня, на камеру внимания не обращай. Juga handalan. Все готово. А вы сначала представьте себя. Представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия, должность. Николаева Татьяна Ивановна, главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера. Ну, расскажите немножко про отчет, да, как можно читать. Якутский республиканский онкодиспансер до этого было развернуто 20 коек стационарных. Они располагались в деревянном здании на территории республиканской больницы. В 1989 году онкодиспансер переехал в это здание по адресу Свердлова 3/2. Это девятиэтажная малосемейка, где не было лифтов, небольшие помещения, коридоры менее 2 метров, что, конечно же, ухудшало условия оказания медицинской помощи. Но на тот момент, когда это было временное решение, но, к сожалению, оно продлилось до 2018 года. Здесь располагался стационар, поликлиника. В 2012 году было дополнительно выделен первый этаж вот рядом стоящего здания Свердлова 3/1, куда была перенесена поликлиника и стационарное отделение немного расширилось. В 2018 году по решению главы Асении Сергеевича Николаева наш онкодиспансер был перемещен временно в здание Якутской городской клинической больницы, просторное акушерское отделение. И с того времени начался очень бурный рост развития нашей службы. Раньше в этом здании располагалась и поликлиника, и стационарное отделение, лаборатории, функциональная диагностика. Проходили лечение где-то около 3 тысячи пациентов в год. Сегодня в здании на Стадухина 81, корпус 1 за прошлый год лечение прошли 7,5 тысяч пациентов. И Дополнительно есть вопросы? А статистика заболеваемости вообще у нас как рост с онкологией, как ситуация? заболеваемость злокачественным образованием в нашей республике, вот показатели заболеваемости, они, конечно же, существенно ниже, чем по Российской Федерации. Однако за десятилетний период идет рост этого показателя. Это указывает на улучшение качества диагностики, то есть пациентам вовремя выставляют диагноз, улучшаются методы исследования, такие как компьютерная томография, МРТ, эндоскопические исследования, улучшается качество диспансеризации населения, профилактических осмотров. На первом месте в структуре заболеваемости стоит рак легкого, на втором рак молочной железы, на третье место вышел рак печени.
на учете состоит на 1 января 2023 года более 13 тысяч пациентов с установленным диагнозом злокачественной опухоли. Из них более 6 тысяч пациентов живут 5 и более лет. А система здесь Центр чем будет отличаться? Какое-то новое оборудование появится? Новый центр будет рассчитан на 210 посещений в смену. Сейчас у нас 144 посещения в смену, то есть мы нарастим посещение до 50 тысяч в год. Увеличится количество оперативных вмешательств. Центр будет оснащен самым современным оборудованием, включая тяжелую технику, МРТ, компьютерные томографы, диагностическое оборудование экспертного класса. Операционные блоки будут оснащены самыми топовыми моделями для оказания хирургического лечения, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи практически на всех органах и системах. На какую территорию он рассчитан? Если ваш диспансер сейчас обслуживает всю республику, а то тот новый центр, о котором вы рассказываете, на кого он будет так работать? Онкодиспансер – единственное учреждение, которое оказывает специализированную медицинскую помощь по профилю онкология населению республики, всему населению республики. Новый центр также будет рассчитан на оказание медицинской помощи нашему населению, однако оснащение центра позволит оказывать экспорт медицинских услуг, то есть мы уже сейчас принимаем пациентов с других регионов, к нам приезжают на оказание медицинской помощи, и в новом центре будет такая возможность. А вообще средний возраст пациентов? Средний возраст заболевших старше 60 лет. А по выявляемости больных по степеням, например, первичных больных? К сожалению, конечно, несмотря на то, что показатель заболеваемости намного ниже, чем по Российской Федерации, однако у нас в республике есть серьезная проблема, по поводу чего вся медицина борется на протяжении многих десятилетий. К сожалению, высокая запущенность, то есть это выявление местно распространенных процессов и в запущенной стадии заболевания. Но идет прогресс. За десятилетний период мы добились существенных успехов. Показатель выявляемости на ранних стадиях увеличился больше, чем на 27%. Если раньше каждый второй пациент, впервые выявленный в текущем году, погибал в течение первого года, то сейчас этот показатель уменьшен тоже более чем на 27%. А вот хотелось узнать, пациент, когда к вам будет поступать, он диагностику где проходит? У себя на месте или же у вас через гостиничный комплекс? Или гостиничного комплекса у нас нет. Вообще строительство онкоцентра разделено на 3 пусковых комплекса. Первый комплекс – это строительство стационара с радиологическим блоком, который разделен на 2 очереди. Первая очередь уже введена в эксплуатацию. Это здание радиологического отделения на Феликса Бона, мы туда поедем, покажем. Да? А вторая очередь – это онкоклинический центр, который будет введен в этом году. Второй пусковой комплекс – это строительство Б-центра. И третий пусковой комплекс – гостиничный комплекс. И пока действительность вот такая, мы сейчас посмотрим на другие места, где расположены больные онкоцентров. Так что смотрите, покажу.